Такое вкусное блюдо. Странно, что оно забыто. Миску с водой. Бульон жеребятины. Здравствуйте! Всех мальчиков, парней и мужчин поздравляю с наступающим Днем Защитников Отечества. И девушкам, женщинам предлагаем приготовить для своих мужчин древнее лакомое блюдо наших предков под названием чохочу. Ингредиентами для приготовления чохочу являются печень, внутренний пленочный жир и само мясо. Оно вот с салом у нас. Мы приготовим сегодня два способа чохочу. Это своего рода пирожок, очень интересный. Начинкой служит печень. Мы вначале должны отделить печень от пленки, которая есть наверху, очень тонкая пленка, и потом завернем пленкой внутреннего жира. Итак, приступаем к очистке пленки. Печень у нас жеребячая. Все ингредиенты из жеребятины. Испокон веков наши предки употребляли в пищу. Все мясо, все внутренности лошади очень полезные. Мы это отлично знаем. И вот петроглифические изображения на Ленских скалах доказывают, что с лошадьми наши предки жили истори. Серошевский в своем этнографическом труде якуты пишет, что вот они приехали из степей, из далеких степей и заселили северные земли тоже с лошадьми, только потом они перешли на разведение крупных рогатых скотов. Так, и поскольку они все тяготы своей суровой жизни делили с лошадьми, они сразу стали их обожествлять, покуда их жизнь продолжалась только при наличии лошадей. Они себя вне лошадей не мыслили. Так и было. И вот, когда стали справлять национальный свой праздник Исех, они использовали конский волос для обрядов, для очищения. И во время Исеха национальный тоже обряд, кумысопитие, напитком было кобылье молоко. А вот начинаем резать начинку наших пирожков. Поскольку печень само по себе очень мягкое, оно тает во рту, через мясорубку пропускать нет надобности. Так и делали наши предки, но у них мясорубок-то не было. И завернем их в пленку внутреннего жира. Это делается для того, чтобы сварить печень в соку. Так, мы предварительно, надо обмыть же их, промыть же их, они же грязные. Так, нарезали вот такие вот большими объемами, надо уменьшить их. Итир называется? Да, это по-якутски называется итир. Иначе чохочу, и из этого названия произошло и название блюда. Принесла миску с водой, промыла итир, он чистенький у нас получился. И чуть не забыла про бульон. Мы должны включить нашу плитку для того, чтобы приготовить бульон жеребятины. Он нужен нам для приготовления второго способа. Существует два способа приготовления чохочу. Оказывается, его и жарят, и варят в бульоне жеребятины. Сегодня мы приготовим эти два способа, попробуем и скажем вам, какой из них вкуснее. И порекомендуем. Так, это мясо жеребятины. Так, мы должны посолить. Так, теперь приступаем к дальнейшему приготовлению начинки наших пирожочков, так называемых. Таких же форм сейчас нарежем. Можем некоторые побольше сделать.
Тоже эксперимент, да? Да, у нас сегодня эксперимент. А откуда узнали про это блюдо? Про это блюдо мы узнали, конечно же, из книги самого «То пища якутов». Там все рецепты приготовления блюд наших предков. В интернете очень просто можете найти. Все, теперь приступаем непосредственно к заворачиванию наших пирожочков. Берем один вот такой слой нашего итир. Вот разрезали на две половины. Посмотрим, удобно будет из такой формы закрутить. Так, вот на ваших глазах эксперимент продолжается. Завернули во второй раз и должны защипнуть с обеих краев, чтобы... Опять лук забыла, где? Давайте пока помним. А посолить не надо, да? Но лук у нас соленый ди каждый раз, поэтому чуть-чуть, чуть-чуть. Итак, Бог любит Троица. Третий раз приступаем к заворачиванию. И на наш взгляд, возможно защемить их только зубочисткой с обеих сторон. И мы делаем так. Это современная интерпретация. Да, это современная интерпретация. Это только я сегодня так первый раз делаю. Вы можете делать, как вы умеете, на свой взгляд, как лучше получится. А так мы специальными палочками делали. Да, конечно, использовали тырынка, которые делали из деревьев, из поленьев вернее. Я еще раз повторю, выбирали такой способ приготовления для того, чтобы приготовить в собственном соку печень. Такие смешные получились. Первый блин комом, первый пирожок. Ой, у нас бульон уже кипит, бурлит. Так, убрали пенку, оставим, убавили огонь, пусть постоит. Так, теперь мы уменьшим нашу пленку и попробуем маленькие пирожочки сделать. Посмотрим, как получится. Начинку, соответственно, берем маленькую. Если их ромбиком сложить, треугольничком, тогда... нет, неудобно. Бумагу корду видите? Да, вот, получилось. Но немножко вот зазор все равно остался. Еще какой способ можем сделать, показать? Ну, еще побольше нарежем из нашего итира. Разные формы он описывает, да, что хозяйки делали в виде полулун, круглые тоже делали. Ну, у кого какие получались, такие они и делали. На свой взгляд, на свой манер. Завершающие штрихи, как видите, мы делаем последнюю заготовку. Мы столько наделали салей, посмотрите, и теперь половину проварим в бульоне. У нас бульон кипит, бурлит уже давно. Самое то. Запах очень вкусный. Запах очень вкусный. Жирное мясо, бульон жирного мяса, конечно же, вкуснейший. Так, огонь надо убавить, потому что он очень сильный. И есть один нюанс. В книге самого «То» пишется, что печень не должны варить очень долго, потому что проваривается печень. И поэтому мы должны держать
все навостро, Строго следить. строго следить за временем, да, и следить за приготовлением. Все, оставляем наши заготовки вариться в бульоне. Мы должны изредка поглядывать, чтобы не упустить момент. В книге Самоготто пишется, что печень не должна провариться, тогда блюдо окажется невкусным. И в процессе приготовления мы вспомнили нашу якутскую сказку, которая называется «Почему зима длиннее?». Вы наверняка все помните, что сыр-бор между быком и конем начался из-за того, что бык хотел удлинить зиму, а лошадь наоборот. И у них началась драка, в результате которой конь лишился желчи, а бык передних зубов. И это и наверняка является одной из версий того, что мы мясо жеребятины едим сырую, потому что она чистая, а мясо говядины мы никогда сырую не употребляем. Прошло где-то 15 минут. Посмотрите, какая красота. Выключаем нашу плитку. И достаем. Как пельмени всплыли, да? Как пельмени, да, готовые всплыли. Но с самого начала они как-то себя так стали вести. Мы подумали, что да, похоже на пельмень. Я вспомнила, опять же, в процессе приготовления, что давно, в далеком детстве, видела, как одна бабушка угощала вот такой формы блюдой своих подруг. Я удивилась форме, удивилась виду этого блюда, но так и не попробовала, оказывается. И вот время пробовать настал, да. Видите, как бывает в жизни. Аппетитно достаточно. Да, аппетитно выглядит. Бульон хороший, жирный, да? Бульон жирный, наваристый, но у нас мясо-то, видите, какое? Все мы вытащили. Ну и сразу сейчас попробуем. Самый маленький возьмем. Вот тетя. Малюсенький. Ага. Вытаскивать надо, да? Надо. Укуси. Да. Сок есть или нет? Нет. Угу. Печень не проварился. Как раз. И такой сочный получился. Вот, что называется, в собственном соку. Вкусно. Сразу приступаем ко второму способу. Сейчас растопим наш внутренний жир в сковородке. Солить не будем, потому что достаточно соли в наших заготовках. Так, жира чуть-чуть. Начинаем. Процесс пошел. А вообще наши предки часто жарили? Или это только уже формулы? Ой, ответа точного я на этот вопрос. Ну, они же давно, с давних пор готовят оладьи на камельке. Тогда уже с самого заселения северных земель до прихода русских. Получается.
Ну, и, естественно, каждый раз употребляли внутренний жир. Вот как раз они все у нас поместились. Правильной и неправильной формы все. Минут 6-7 прожарилось. И все. Они готовы. Запах опять наполнил. Опять, ага, дразнящий вкусный запах. Ну прямо за эти их и вытаскиваем. В этом они удобнее, оказывается. Из того, что они как на шпажках, да. И вкус, запах отменный, и вид такой красивый. Вы торжественно можете подать на любой праздничный стол. Гости будут в восторге, ваши любимые тем более. Так, теперь попробуем второй способ, и мы обещали вам сказать, какой из них вкуснее, который сварился в бульоне или который прожарится. По-моему, на бульоне вкуснее. Сок сейчас есть? Сок есть. Сок есть, но он какой-то вот вкус перенасыщенный получился. Потому что сала и так много же, да? В нем самом. И то, что он прожаренный, ну, на любителя. Я люблю какой-то естественный вкус, не такой, не перебарщенный. И для меня вот сваренный в бульоне наиболее такой вкусный, естественный. Такое вкусное блюдо. Странно, что оно забыто. И мы, вот узнавшие сегодня, обязательно будем готовить у себя дома и угощать своих домочадцев. И вам рекомендуем. Вот такую красоту сотворить у себя. Чё хочу. Чё хочу, да. Запомните название. Еще раз всех с наступающими весенними праздниками. Будьте здоровы, кушайте вкусно. До новых встреч! О, боги! Сок есть, да? В натуральном соку получается насыщенный такой вкус. Очень вкусно. Больше соли. Вот оно как. Как японские женщины коней в горячую еду запихивают. А Федоров? Жареный или вареный? Жареная. Жареный. Ну, да, вкуснее, вареную попробуй.